вопрос о статусе национального парка Юга-2, и в частности месторождение Чудное, да, которое пытаются уже много лет, наверное, уже десятилетия пошли использовать вот как раз для целей золотодобычи. И, пожалуй, нет ни одного, как вот правильно отмечено было, главы Республики Коми, который не пытался бы какие-то там разработки предпринять, да, и всегда это заканчивалось плохо для них. Вот. И в данной ситуации, да, не буду повторяться, но в настоящее время все решения органов, значит, в том числе Верховного суда, да, судебных инстанций, они говорят о том, что месторождение Чудное является неотъемлемой частью национального парка Юга-2, никакая деятельность, хозяйственная деятельность невозможна. И в связи с этим, собственно говоря, да, и вот эта опасность, вот это вот изменение закона об особо охраняемых природных территориях, в частности изъятия значит, участков в национальных парках, она для Республики Коми актуальна. Я бы хотел вот обратить внимание на пояснительную записку. Здесь очень так вот хорошо написано, прямо лучше не скажешь, да, чем авторы этого законопроекта сделали. Действующее законодательство фактически не содержит норм, определяющих основания и процедуру изменения границ национальных парков, режима их охраны, что создает возможность принятия должностными лицами незаконных решений по использованию уникальных природных комплексов, на что неоднократно указывала Генеральная прокуратура Российской Федерации. Абсолютно верно, так и есть. И на самом деле любые попытки, что называется на нашем примере, да, значит, национального парка Юга-2, вторгнуться на его территорию для промышленного освоения, они как раз встречают в том числе и сопротивление Генеральной прокуратуры и судебных инстанций, потому что это незаконно, это не соответствует тем нормам, которые есть. И, собственно говоря, с моей точки зрения, поскольку если, опять же, мы обратимся к пояснительной записке, она очень подробно расписывает вопросы, связанные с статусом населенных пунктов, да, находящихся на территории национальных парков. Но вот что касается изменения границ, тут просто вот, буквально небольшие замечания. Да, будет создан правовой механизм, предусматривающий возможность изменения границ национальных парков. То есть фактически ничего не расписано, для каких целей. Мы с вами прекрасно понимаем, что единственная цель, исходя из той информации, которую Михаил Леонидович представил, это как раз изъятие участков для их хозяйственного и промышленного освоения. Опять же, стоит отметить, что в нашем случае, да, Национальный парк Юга-2 – это единый комплекс, независимо от того, какие участки бы там ни изымались, это все-таки единая природная структура, и его промышленное хозяйственное освоение приведет к необратимому нарушению ландшафтов, необратимому нарушению объектов природы, которые повлияют на экосистему всего приполярного Урала, естественно, вызовут крайне негативные явления и в других частях национального парка. Это же природные границы, у них нет формальных, да, вернее, у природной среды нет формальных границ, которые рисуют люди. Поэтому, конечно же, общество и в Республике Коми эта дискуссия идет достаточно длительное время, и всегда она носит характер сопротивления любой ценой, да, возможности изъятия границ, значит, месторождения Чудного из границ национального парка. Особенно вот характерная часть, да, вот этого всех этих действий связана с тем, что мы постоянно в последнее время сталкиваемся с попытками незаконного, скажем так, вмешательства в окружающую природную среду. Ну, наверняка многие из вас слышали о ситуации, сложившейся на границе Республики Коми и Архангельской области в связи со строительством полигона для московского мусора на станции ШИЭС. Вот, которая 2 года продолжалась, эта история. Там все практически решения, которые были приняты в связи со строительством данного объекта, являлись незаконными. Общество очень напряженно на это реагировало и выступало достаточно серьезно. И это в связи вот с этим событием состоялся, собственно говоря, такой большой гражданский диалог, я считаю, и, собственно говоря, повысилась социальная напряженность, как в Архангельской области, так и в Республике Коми. Так вот, путем принятия данного закона, да, в том виде, в котором он есть, мы создадим однозначно очаг социального напряжения на территории Республики Коми, причем достаточно серьезного, потому что все-таки охрана природы, она сейчас является актуальным вопросом повестки дня, и нахождение баланса между промышленным освоением территорий и, значит, балансом, собственно говоря, охрана окружающей среды, он всегда очень важен для людей, но национальные парки, другие резерваты, они, собственно говоря, для этого и создаются, для того, чтобы не допустить, скажем так, сохранить, да, те объекты, уникальные природные объекты, которые есть, не допустить на них промышленного освоения. И потом, я считаю, неправильно, значит, пересматривать решения наших предшественников, да, и исключать эти моменты. Второй момент, почему, скажем, лично я и многие жители Республики Коми выступают категорически против изъятия, значит, участков, да, в частности месторождение Чудное, связано с тем, что
Там большой потенциал в национальном парке Юга-2 для развития туризма. И действительно, если там использовать эту территорию для промышленного освоения, да, все эти ландшафты будут утрачены, просто утрачены, потому что золотодобыча – это достаточно такое грязное производство, это нарушение целостности природных объектов, которое приводит к невозможности дальнейшего использования как туристического объекта. Вот. Я хочу сказать, что пока мы дискутируем, в Государственной Думе идет обсуждение, да, и мы с вами общаемся, и все остальные тоже внимательно следят за этим. Идет подготовка общественного мнения все-таки к принятию данного закона в том виде, в котором он есть, и с последующим изъятием этих территорий. То есть на сегодняшний момент уже проводится обработка местного населения на предмет, посмотрите, как будет хорошо, наконец-то в городе Инте, который рядом находится, да, там порядка 150-200 километров до этого месторождения, появятся новые рабочие места и все остальное. То есть подготавливается местное население к тому, что это благо. Хотя очевидно, что исходя из практики, исходя из опыта, который у нас есть на территории Республики Коми, мы знаем, что такого рода месторождения осваиваются вахтовым методом. И местное население, как правило, не участвует в этой деятельности. Поэтому, конечно же, ни о каких рабочих местах, возможно, там единицы какие-то эти рабочие места получат, но фактически никакой пользы кроме вреда, для природных объектов Республики Коми не будет в результате реализации данного решения. Вот. А очаг социального напряжения, конечно же, мы получим. Поэтому я с своей стороны предлагаю тоже поддержать мнение о том, что необходимо изъять из этого проекта закона, да, в рамках второго чтения и так далее, эту норму о возможности изъятия участков границ национальных парков. Тем более, что расширять мы в любом случае можем, эта норма и так существует в действующем законодательстве.